50% браков, которые образуются, заканчиваются разводами, как это бы печально не звучало. И, как правило, это те семьи, которые прожили вместе уже более 4-5 лет, и там уже обычно есть дети. Для ребенка развод родителей – это не просто катастрофа, это огромная трагедия, потому что для ребенка родители – это боги. Мама и папа – это самые близкие люди. Те люди, которые обеспечивают ему безопасность, те люди, через которых он познает весь этот окружающий мир. И когда между родителями портятся отношения, они принимают решение расстаться, то ребенку в 2 раза тяжелее, чем родителям. Потому что для него просто рушится мир. И он чувствует себя тогда ненужным, он чувствует себя часто виноватым в этом. Ребенок, он всегда, какого бы возраста он ни был, он любит маму и папу одинаково, и какими бы ни были мама и папа. Поэтому выбрать, с кем остаться, разобраться там, кто прав, кто не прав, ребенку очень тяжело. И дети, бывают, выражают свой протест, свои вот эти переживания по поводу развода очень бурно, эмоционально, а бывает никак не проявляя внешне. И это очень опасно, потому что тогда вот этот стресс, он сосредоточен внутрь. И часто, пережив такой стресс, ребенок может уйти в тяжелую болезнь, в какое-нибудь соматическое заболевание. Дети в возрасте от 3 до 6 лет, они склонны чувствовать вину в том, что произошло за себя. То есть в силу того, что они маленькие, и они разобраться еще не могут, что произошло, а подростки, они склонны винить одного из родителей. То есть если ушел папа, мама, ты виновата, либо наоборот принимать сторону мамы, обвинять отца. Для мальчика, если это ушел отец, да, то нет ролевых моделей. Для девочек это неспособность создать потом собственную семью. Важно что? Честно сказать ребенку, во-первых, попытаться максимально, вот как сможете ему объяснить. Второе, это ни в коем случае не говорить плохо о бывшем партнере в присутствии ребенка. Для него это такой же родитель. Вот насколько это возможно сохранить человеческие отношения и научиться договариваться. Не получается обращаться к специалисту.